Вас дел ورдил أتقوش حماق شيء كرهم دوات جيال يولي ورفردوش سنغر خزاقير من يقر الإسلام حاسبوا غلورتك تحول مغاح ميري وعايز تخل. Так оживают герои нового романа Зареты Ахильговой. Диана Рбезом или «Далекая любовь» рассказывает о взаимоотношениях парня и девушки Руслана и Лиды. Сначала молодые люди были просто одноклассниками и сидели за одной партой, а после это вылилось во взаимную симпатию. Автор романа показывает, как национальные особенности влияют на отношения между героями. Как делятся читатели, перед героями романа стоит сложный выбор, чем руководствоваться – чувствами или голосом разума. Конечно, книгу я успел прочитать, и запомнилась книга очень интересная. Я рекомендую ее читать всем студентам, даже особенно молодым студентам, молодым парням и девушкам, да и взрослым эта книга будет очень интересна и полезна. Мне кажется, этот роман способен принести нашему читателю не только эстетическое удовольствие, но и огромную пользу. Выделяют эту работу из многочисленных других то, что она написана на ингушском языке. На родном романы уже давно не писали, поэтому к нему приковано внимание в писательской среде. Редактурой книги занимался в том числе и известный писатель Иса Кадзоев, а его коллега Ильяс Матеев стал главным редактором романа. Он отмечает, как легко читать книгу. Автор пишет на понятном языке, часто прибегает к ингушским пословицам и поговоркам. Шиметлы роман ардалыр, кинишк ардалыр, молоязу ардалыр, цукама, измот бахибеш, измот сирт бахыш, измот умби сага эхту далушамды. Такы цинголы гушхул дешир хоча, цузамынк, цуязын хочу, аяза юш, замынк бяха, чинях, хан, амыт, цар вахыр, цар уамылыш, волукыш, цар лилия, эздел си денал, цар хандали денал, цар нагах ех каели ех, цар хандали уз вахыр издериге. Над этой книгой Зарета Ахильгова работала около 3 лет. В ней описываются события 70-х-80-х годов прошлого века. В ней отражены быт и нравы ингушей того периода. А главным героям предстоит проверка чувств не только временем, но и войной. Молодой Руслан отправляется в Афганистан, откуда уже не вернется прежним. Небольшой спойлер. В книге нет счастливого конца. Точнее, он есть, но не для двух главных героев. После войны их судьбы разделились. Началось написание романа с того, что в нескольких местах, вот так вот, как сегодня собрались писатели, другие наши жители республики, и вот несколько раз я слышала, почему нет романа на ингушском языке. Как-то оно засело мне глубоко в сердце и в голову тоже. Сначала было, конечно, немножко страшновато, не знала, как получится, но когда начала писать, в самом начале я открою небольшой секрет, наверное, первый раз сейчас скажу, что я описывала свою жизнь в школьные годы. Это была моя жизнь, да. Вот. Дальше уже процесс пошел сам по себе. Очень много в романе взято из жизни. Есть прототипы этих героев. Вот. Естественно, есть чуть-чуть вымышленные тоже моменты. Помимо писателей на встрече и простые читатели, о презентации романа было объявлено заранее. И сегодня автор оставляет пожелания перед книгодарением и параллельно принимает поздравления. Литературное творчество всегда несет в себе высокие идеи добра, справедливости, долга и чести. Замечательные произведения, созданные вами, отображают широту и многогранность вашего таланта. Стихи, пронизанные душевной чистотой, искренностью и любовью к своему народу, отличаются индивидуальностью. Своим творчеством вы вносите значительный вклад в сохранение и развитие культурного наследия ингушского народа, доносите важность чувства патриотизма и любви к своей родине. В этот знаменательный день желаю вам творческого долголетия, новых профессиональных успехов и достижений на благо Республики Ингушетия. Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким. С уважением, председатель правительства Республики Ингушетия Владимир Владимирович Сластенин. Книга вышла в свет совсем недавно, пока лишь единицам удалось познакомиться с ее содержанием. Сейчас тираж романа 1000 экземпляров. Тамара Хшагульгова, Муслим Ганиев, Асхаб Билакиев, Новости 24.